Добрый вечер, дорогие зрители. У нас сегодня такой небольшой подкаст с Газатой Вале и Джусойтой Сосланом. Сегодня мы будем говорить о Транскаме. Объясню логику подкаста. Она следующая. Уже не раз была озвучена мысль о том, что Северная Осетия является хабом для получения санкционного товара из Грузии, то есть для импортозамещения в кавычках. Об этом уже не раз писались новости. По факту Осетия всегда была таким транспортным хабом, мы здесь обещали его расширить, но вот сейчас вся санкционка из Грузии и огромное количество товаров из России в Грузию, все идет через Владикавказ. И вот в этом контексте возникает вопрос Южной Осетии. Вот Южная Осетия сейчас остается вне этого торгового потока, и возникает вопрос, стоит ли этот поток заводить через Южную Осетию? Готова ли к этому Грузия? Готова ли к этому Южная Осетия? И надо ли это вообще? Мой взгляд какой? Вообще Транскавказская магистраль, то, что нужно понимать прежде всего, это дорога, которая, наверное, процентов на 90 обуславливает вообще ценность Южной Осетии, такую стратегическую. То есть для Российской Федерации, соответственно, это выход в Грузию и дальше в Переднюю Азию. Ну, соответственно, для стран, которые находятся южнее нас, это, наоборот, выход на Россию и на, скажем так, северные рынки. И вопрос открытия Транскама, о котором многие говорят, он имеет, скажем так, несколько ипостасей. Первое – это экономическая часть вопроса, насколько Южная Осетия готова вот, экономически к открытию транзита. Рассуждения же в основном бывают такие, заочные, теоретические, то есть в духе вот если мы откроем дорогу, то пойдет поток, и мы с этого будем иметь какие-то деньги. Но в жизни это не совсем работает. То есть это работает не так. Вопрос Транскама, он связан с вопросом субъектности Южной Осетии, с субъектностью элит, даже не Южной Осетии, а Осетии в целом, потому что эта дорога, она общеостинская, так скажем. И если у нас сейчас нет ресурсов, возможностей для того, чтобы создать соответствующую логистическую инфраструктуру, транспортную инфраструктуру, у нас там нету, грубо говоря, там складов временного хранения, у нас не будет возможности влиять прямо на процессы, которые на Транскаме будут происходить, то я не знаю, о чем тут можно говорить. Тогда у меня вопрос к Вале. Вале, хорошо, мы сейчас говорим в контексте Южной Осетии. А Грузии вообще надо открывать дорогу через Южную Осетию, на твой взгляд? У Грузии на данный момент все очень хорошо. У нее есть военно-грузинская дорога, которая очень хорошо действует. Они делают дополнительный туннель в обход Крестового перевала. И, насколько мне известно, они еще делают новый порт. Сейчас будет вводиться в эксплуатацию. Я думаю, что нужда в Транскаме у Грузии нету. Но я вот в вопросе с Транскамом чуть-чуть не соглашусь с Сосланом. Я считаю, что Южная Осетия в этом плане довольно хорошие преференции может получить в финансовом плане и пополнять свой бюджет уже не дотационно, а уже сама. Поясню, в каком аспекте Южная Осетия может пополнять этот бюджет. Если Южная Осетия сделает свой дозвол, если Южная Осетия будет страховать каждую машину, которая въезжает на ее территорию, и если в этом вопросе Сослан, наверное, прав, у нас пока нету вот этой логистической инфраструктуры, но сейчас быстро возводимые конструкции, что может нам помешать, вот очень быстро это построить. Я думаю, ничего такого сверхъестественного нету, чтобы это быстро наладить. Вопрос такой, во-первых, дозвол. Это проверка товаров, ты имеешь в виду, да? Нет, дозвол дается автотранспортному средству, которое дозволяет ему проезжать, это дорожный налог. Короче, амортизируем расходы, которые тратим на плюс дорогу. страховка. В любую страну, в которую ты заезжаешь, будь то ЕС, будь то Грузия или еще какая-то другая страна, эта страна забирает, автоматически страхует тебя и зарабатывает на страховках. Страховые сносы, которые получила Грузия на 2022 год, это более $1,5 миллиарда долларов. Тогда, исходя из твоих слов, Грузии Южная Осетия сейчас не нужна.
Ну, у них и так все хорошо с торговой инфраструктурой, торговыми путями. А мы на этом можем зарабатывать. Получается, что в этой истории с открытием дороги мы должны выступать, скажем, инициаторами, да. Безусловно, мы должны выступать инициаторами, потому что если мы хотим зарабатывать, то инициатива должна исходить от нас. Сослан, тогда такой вопрос, если говоря про элиты. А у нас есть тот, кто может сформулировать и выступать этим инициатором? Я на твой вопрос отвечу, Алик, но я хочу вернуться вот к вопросу, который ты, Да, Вале, задал про Грузию. Потому что вот когда рассуждают про Транскам, то у стороннего человека может сложиться впечатление, что это зависит только от нас, что вот мы сидим в Южной Осетии и решаем, открывать нам или не открывать. По моему глубокому убеждению, по крайней мере в обозримом будущем, Грузия на открытие Транскама не пойдет, потому что их ситуация, скажем так, тупиковости Южной Осетии, она их совершенно устраивает. То есть у нас остается открытой одна граница, у нас из-за того, что Транскам, он становится тупиковым в Южной Осетии, нет возможности заработать. И для Грузии вопрос открытия Транскама, он непосредственно связан с вопросом субъектности Южной Осетии. Если откроется дорога, можно говорить что угодно, что есть разные механизмы, там экономическое взаимодействие без признания, они на это не пойдут, потому что зачем им давать нам какую-то лишнюю базу для зарабатывания денег, грубо говоря. С позиции грузинских элит они Транскам откроют только если, не дай бог, будет достигнуто какое-то решение по Южной Осетии, выгодное для них. Других вариантов я, если честно, не вижу. А что касается твоего вопроса, если у нас такие элиты, я не хочу никого обидеть, понятное дело. И я вряд ли этим кого-то обижу, но нужно объективно оценивать реальность такой, какая она есть. У нас нет этих ресурсов. Более того, я ни для кого Америки не открою, если скажу, что Россия наш стратегический союзник, стратегический партнер, и вопросы безопасности Южной Осетии, они во многом связаны с тем, какой у нас ресурс в Москве имеется. Лоббистский ресурс. Об этом тоже можно прямо говорить. То есть, насколько эффективно мы можем решать свои вопросы в Москве, ставить эти вопросы, прорабатывать их с соответствующими ведомствами, формальным, неформальным путем. Я так полагаю, что таких слабых позиций, как сейчас, у нас не было за последние лет 20 точно. Давай скажем так, с 2001 года. И в основном этим и обусловлен мой скепсис в отношении этой дороги. Потому что даже если она откроется, теоретически, опять же, я не вижу практических вариантов, то как мы можем этим воспользоваться, если у нас нет этой субъектности? Если у нас часто возникают ситуации, когда какие-то вопросы намного менее сложные, и люди их просто, то ли боятся их ставить, то ли они их не видят, то ли они их не понимают. Такие ситуации возникают. А здесь мы говорим уже о большой политике, поэтому я не вижу каких-то практических вариантов. У меня тогда вопрос к Вале. Вале, учитывая, что ты имеешь довольно обширные неформальные связи в правительстве Южной Осетии, на твой взгляд, сейчас лоббистский ресурс в Москве, Южной Осетии и лоббистский ресурс Грузии в Москве, на твой взгляд, они сопоставимы или, оцени, просто на что мы можем влиять и что могут грузины влиять? Прежде чем ответить на твой вопрос, я хочу вернуться к вопросу Сослана, где он говорит, что проблема, что Грузия никогда не согласится. Сослан, я тебе скажу так, что не сегодня и не вчера надо было над этим работать. Это надо было делать после признания Российской Федерации, нашего стратегического партнера, чтобы в какую-то сторону маятник качнулся. Что касается твоего вопроса, Алик, то у нас, я тебе скажу так, что у нас никакого осетинского лобби в Москве нет. Его не существует. И никаких таких элит, которые в состоянии что-то пролоббировать и решить, у нас тоже нет, к сожалению. Я просто вынужден согласиться, учитывая, что у нас вопрос таможни Южной Осетии никак уже год не решается, люди не могут нормально товары в Южную Осетию доставить. И каждый раз обещают, что вот-вот вопрос решат, и даже на уровне президентов этот вопрос. Да, Алик, это, чтобы наши зрители, опять же, кто нас будет смотреть, понимали, это же не вопрос нашего мнения или нашего отношения к кому-то, приязни или неприязни. Выводы может сделать каждый. То есть возникают периодически вопросы на таможне, то там не пропускают, 10 килограммов овощей, то какие-то наши соотечественники вынуждены бывают, они видео
последнее, что я видел, но оно прямо было вопиющее, когда у парня были несколько коробок с соками. И он Да, их он выливал. Да. Да, то есть это, с одной стороны, какие-то бытовые моменты, но они показывают, насколько глубока вот проблема, о которой мы говорим. И если бы у нас были вот эти возможности, даже не на уровне Москвы, чуть пониже, то, наверное, этих ситуаций бы не было. Это ведь логично, но они возникают не то, что спорадически, не то, что вот раз в год. Это вот может подтвердить любой человек, который занимается бизнесом в Южной Осетии. Они всегда вот как на горячей сковородке. Ты никогда не знаешь, в какой день у тебя возникнут проблемы. Вот реально дела обстоят так. Тогда, возвращаясь к вопросу про лобби, Валерий, ты не ответил на тот момент, а учитывая, что ты за информационным фоном следишь тоже активно, на твой взгляд, я хотел, чтобы Суслан тоже свой взгляд высказал на эту тему. Грузинское лобби сейчас сильное, не сильное, набирает силу? Грузинское лобби в России, оно было всегда сильным. Ему не надо набирать силу, оно и всегда было прям очень хорошим. И учитывая сегодняшнюю власть в Грузии, очень хорошие связи имеет с действующей российской властью, российскими структурами. Ну, ты про Иванишвили говоришь. Грубо говоря, мечту, да. не только про Иванишвили, но это основной бенефициар грузинского лобби в Москве. У меня вот такой вопрос к вам обоим. Назовите имя, хоть одно имя, которое может что-то решить по вопросу минимально, по облегчению предпринимателей, по таможенному вопросу предпринимателей Южной Осетии. Я не говорю о открытии Транскама, не говорю о каких-то еще очень больших вещах. Просто на среднем уровне. Скажите мне, пожалуйста, я таких не вижу, я такого человека не знаю. Президент просто политически недееспособен что-то решать. Не то, что во внешней политике, но и внутри страны. О каких возможностях мы вообще еще говорим? Суслан, а ты что думаешь про масштабы грузинского лобби? Я не могу оценивать масштабы грузинского лобби. Во-первых, вот это словосочетание грузинское лобби, когда оно звучит, или любое другое лобби, сразу представляются какие-то таинственные, наверное, могущественные структуры, но лоббистский процесс, многоходовочники, да. Но лоббистский процесс, он довольно тривиален. То есть Грузия находится в непосредственной близости с Россией. Грузия от России тоже очень сильно зависит, она с ней экономически связана. Конечно, у них должно быть какое-то лобби, у них должны быть какие-то контакты в Москве. Они у них есть, не вдаваясь в конкретику, потому что она мне неизвестна. Жизнь показывает, реальность показывает, что у них контакты намного более плотные, намного более высокого уровня. У них контакты идут как, грубо говоря, по светской линии, так и по линии Русской Православной Церкви, потому что мы знаем, что грузинская и Русская Православная Церкви, они очень тесно взаимосвязаны и очень тесно взаимодействуют. Часто в ущерб Южной Осетии. Осетии вообще, да, но это факт. То есть в ущерб, не в ущерб, это уже второй вопрос. Я думаю, это тема отдельного разговора. Каналы взаимодействия с совершенно разными российскими структурами в Грузии, конечно, есть, они у них должны быть. Нам не об этом, нам нужно думать не о грузинских каких-то контактах, нам нужно наращивать свои. Меня просто, как гражданина Осетии, меня беспокоит именно то, что у нас сейчас ничего нет. И эта ситуация, она очень и очень опасна. Связи, они всегда налаживаются в рамках каких-то процессов. Сейчас Роберт Брукс публиковал объемы экспорта и реэкспорта, который идет через Грузию в Россию. Они просто колоссальны. Они взлетели там на 200, 300, 400%. Он по этому поводу всегда сожалеет, что Грузия фактически занимается тем, что поставляет в Россию санкционку. Грузия, Киргизия, Казахстан и другие страны. В рамках такого экономического взрыва и такого товаропотока формируются новые связи, бизнес-связи, естественно, возникают какие-то такой коннект и в лоббистских структурах. А Южная Осетия, в рамках чего у нее будут возникать лоббистские ресурсы в Москве? У нас, во-первых, в принципе, Москву устраивает дотационность Южной Осетии. Все разговоры про то, что Москва тратит большие деньги на Южную Осетию, они в пользу бедных, потому что для Москвы это незаметные деньги. Это копейки. Да, для Южной Осетии это колоссальные деньги, но для Москвы это копейки. Заниматься экономическим развитием Южной Осетии в тот момент, когда элиты Южной Осетии не хотят этим заниматься, Москве не надо. Их это устраивает. Грузин, получается, такой мешок логистически тоже устраивает, что Южная Осетия прозябает и не развивается. Окей, я с этим согласен, но я хотел бы предложить такой сценарий. Допустим, если грузины
все-таки приходит к мнению тому, что мы открываем дорогу, и через экономические связи, в любом случае открытие дороги это будет способствовать экономической интеграции Грузии и Южной Осетии. И вот через эту мягкую экономическую силу, подсаживая огромное количество бизнесменов и людей в Южной Осетии на работу на Грузию по факту, мы будем потихоньку свое экономическое пространство Южной Осетию затягивать. И я думаю, что вот такой мягкий дрейф Южной Осетии в Грузию, оно вот на данный момент он Москву бы устраивал. Такое невозможно? Почему невозможно? Это вполне возможно, учитывая, что сейчас происходит вообще в мировой политике, в мире. Это довольно вообразимый сценарий. Южная Осетия может стать просто, вот ты это все вот просто смягчил, я скажу, что Южная Осетия может стать просто разменной монетой в отношениях России и Грузии. У Южной Осетии тоже есть некая экономическая интеграция с Грузией. Ну вот мы же все были свидетелями просто колоссального потока контрабанды ГСМ, который был остановлен российским ФСБ и Цхинвальским КГБ. Какая-то часть контрабандных сигарет тоже уходит туда же. То есть эти контакты есть, но вот пока как скажем так, на штучном таком уровне. Так что но если мы откроем дорогу, они перерастут в не штучный уровень, правильно? Если мы откроем дорогу, помимо вот этих двух моментов, выстроится прям вереница товаров, которые пойдут в обе стороны. Тогда нам опасно открывать дорогу, на твой взгляд, Валя? Или все равно как бы? В каком плане? У нас есть стратегический партнер, у нас есть взаимные договоренности с Россией, которые обеспечивают нашу безопасность. И я считаю, что волков боятся в лес не ходить. Просто это надо все делать, учитывая пока сугубо личные осетинские интересы, а потом уже и грузинские, и российские интересы. А если мы открываем дорогу, мы получаем экономический буст, но у нас появляется угроза экономической интеграции со стороны Грузии. Если мы не открываем дорогу, у нас, получается, экономического буста нет, но и к тому же еще добавляется то, что мы остаемся логистическим мешком и никак не развиваемся. Ты вот два варианта обрисовал. Да. Главная, наверное, проблема, которая останавливает развитие Южной Осетии, это вот как раз ее закрытость, мне так кажется, и вот тупиковость, причем тупиковость не только логистическая, но получается некая такая идейная, что ли, интеллектуальная, можно и так сказать. Но возвращаясь вот к предыдущему вопросу, через него можно выйти на действительно важные вещи, их проговорить. Я помню, и наверняка ты будешь помнить, Алик, когда одно время была очень в ходу концепция импортозамещения. То есть вот слово, когда ввели вот его в оборот, и все говорили про импортозамещение, тогда вот была шутка, что вот часто говорят импортозамещение, а что это такое? И ответ был такой, не знаю, пока только слово придумали. В роли импортозамещения у нас сейчас находится единство Осетии и интеграция, значит, юга и севера Осетии. Вот пока только слово придумали на самом деле, потому что об этом без конца просто говорилось, об этом без конца говорится, но ничего не происходит. Причем ничего не происходит ни на официальном, ни на неофициальном уровне. И это, наверное, есть главная опасность, потому что, как ты правильно сказал, как Валерий правильно сказал, давайте рассуждать объективно. Для России Грузия всегда будет более важна, чем отдельно взятая Южная Осетия. Это совершенно нормально. Но мы не должны вот в этих вопросах и в других вопросах рассматривать Южную Осетию отдельно. Осетия, она едина. Это единый исторический, политический субъект. И вот если мы ко всем этим вопросам будем подходить с позиции единого субъекта, часть которого находится на Северном Кавказе, часть на Южном Кавказе, и через который Транскам проходит полностью, то это немного меняет суть дела, во-первых. Наверное, вот главное упущение последних лет 15-20 это то, что вот эти процессы интеграции, они превратились в предмет политических спекуляций на юге Осетии. Выборы, опять какая-то партия обязательно вступает в Осетию, а кто-то ей обязательно мешает, по их мнению. Поиск врагов. И ничего конструктивного, к сожалению, пока вот из этой идеи, изначально конструктивной идеи единства Осетии мы сделать не можем, причем ни на юге, ни на севере. На севере ситуация другая. Поскольку юг как-то закрылся, опять же, возвращаясь к нашей с тобой любимой теме, гражданству Южной Осетии, его не дают ни этническим осетинам, его не дают
большинству граждан Северной Ну, Осетии. 2000 человек каждый год получают гражданство. Ну, это да, капля в море. Ну, я не знаю, насколько это... Откуда эти цифры? Ну, вот САП Пацхинвал публиковал, если не я ошибаюсь. не знаю, даже если 2000 человек каждый год, Алик, это получается там в лучшем случае за 10 лет 20 тысяч. Ну, это же не так много на самом деле. Да. И на севере Осетии произошел такой процесс, я его называю не то что процессом усталости от Южной Осетии, нет, но потеря интереса. И это тоже можно понять, потому что если нет никакой пользы, никакой выгоды, ты не можешь получить паспорт. Понимаете, в чем дело? Есть категория людей идеалистически настроенная, для которой все единство Осетии — это самоценная идея, и этого достаточно. Но у большинства же не так. Должна быть какая-то польза, то есть от этого единства Осетии. Ну, вообще единство Осетии должно работать так, что осетин из Дигоры, осетин из турецкого поселка Пойразлы получает паспорт, едет в Южную Осетию, там, не знаю, в Цоне или в Джаве, покупает землю, открывает там ферму, бизнес и зарабатывает. Это так должно быть. Но тут проблема сначала упирается в паспорт, во-вторых, проблема упирается в то, что, на мой взгляд, не все люди на Юге Осетии... Я согласен, Алик. Проблема упирается пока в механизмах получения гражданства и паспорта. Если бы, допустим, у этого же осетина из турецкого Пойразлы была прям расписано, что он должен приехать в Южную Осетию, купить землю или открыть некую фирму и развивать там какую-то деятельность, то он, наверное, бы это сделал. Но на сегодняшний день этого ничего нету. Ты имеешь в виду, дорожной карты нет даже, да? Как получить гражданство, как открыть бизнес в Южной абсолютно Осетии? нету никакого. Есть простой механизм, который выдает МИД. Подаешь заявление, комиссия его рассматривает, или дадут, или не дадут. И все. И хочу еще напомнить, что когда на выборы шел нынешний президент, на этих тезисах пришел к власти Осетия для всех осетин. Все мы же, наверное, это все помним. А где работа? Это уже 2 года что-то мы на одном месте буксуем. Ну, кстати, вот сейчас Дзамбулат Тыдеев более жестко артикулировал эту тему и выкинул ее в паблик, что я бы прорабатывал механизм по получению паспорта для всех этнических осетин. Но, кстати, вот этой формулировки у Алана Гаглоева не было. У него была просто такая расплывчатая формулировка. Как это расплывчатая? Осетия для всех осетин, как ты это понимаешь? Ну, а тут уже у Дзамбулата Тыдеева говорится, что получение паспорта Южной Осетии для каждого этнического осетина. Вот поэтому я говорю, нужно выработать определенный механизм получения гражданства Южной Осетии. А тут у меня другой вопрос. Хочет ли нынешнее население Южной Осетии, чтобы туда приезжали люди из Севера Осетии, из Турции, из Сирии и открывали там бизнес, получали гражданство? Тут же вопрос готовности внутреннего населения. Есть ли такая готовность? Алик, я свою мысль продолжу. Вот я когда говорил об единстве Осетии, я о чем хотел сказать, что если мы оценим последние, давайте не будем прям вдаваться в глубь веков, давайте возьмем последние 100 лет истории именно Южной Осетии. Когда происходят какие-то, скажем так, пертурбации на большом материке в России, то у нас всегда возникают проблемы с Грузией, потому что Грузия всегда бывает угрозой нашей безопасности. И мы находимся, с одной стороны, вот между Грузией и, с другой стороны, между Северным Кавказом. То есть между двумя идентичностями. Давай скажем так, южно-кавказской и северно-кавказской. И я думаю, что и мы, и жители Южной Осетии, и жители Северной Осетии все должны понимать, что нам нужно как можно плотнее интегрироваться, во-первых, интегрировать Осетию, и, во-вторых, развивать связи, взаимодействия с Северным Кавказом. Это дополнительный и очень важный фактор нашей безопасности. И поэтому вопрос вот, готовы люди в Южной Осетии или не готовы, на него ответа нет. То есть мы же не проводили референдум. Кто-то, наверное, готов, а кто-то, наверное, скажет, мне и так хорошо. Но если мы рассуждаем о будущем Осетии серьезно, то вот на все это
оглядываться, Не надо обращать да, внимание. не надо на это обращать внимание. Вот Я с тобой согласен. Я себя идентифицирую как раз-таки с частью северокавказской идентичности, да? осетины являются, мы по идентичности северные кавказцы, на этом нужно ставить точку и вот в эту сторону развивать Ну, я все просто свое на этой точке взаимодействие. не все согласятся с этой точкой. Я уверен, что вот, разговаривая со многими даже жителями Северной Осетии, мы поймем, что, извините меня, им грузинская идентичность ближе, чем Ну, исламская в северокавказская. каком плане она им Я не знаю, ближе? в любом. В каком Я не плане раз она им ближе? слышал от осетин то, что вот грузины, мне проще с ними общаться, чем, например, с чеченцами и Не, дагестанцами. подожди, вот здесь я вот поддержу Суслана. Ну, другие скажут, что им ближе русская идентичность, третьи скажут, что им ближе Американская. американская, европейская Кстати, сейчас идентичность. Сейчас уже Нормально, очень да, много актуально. американцев, Потому что очень осетин в много сейчас Америке. наших друзей, товарищей и соплеменников, скажем так, уехало в Штаты. Ну, вот, тысячами. Я, кстати, слышал уже то, что вот Да. мне здесь проще, я здесь проще реализуюсь, мне вот эта ваша северокавказская напряженка не нужна. Это все бытовые моменты. Мы сейчас говорим о развитии будущем вообще Осетии Осетии, да. как субъекта. И опять же, вот у нас в Южной Осетии, ну, наверное, и на севере часто бывает такая методическая, наверное, ошибка. Это рассуждение об Осетии как неком субъекте в вакууме. Как будто вот мы тут что-то внутри себя решаем, а вокруг ничего не происходит. Да. Но это, к сожалению или счастью, это не так. Это вообще удивительная история. Мало кто помнит, например, как Конгресс народов Северного Кавказа собирал бойцов в Нальчике, чтобы отправить их в Вот, Юг Осетии да, вот защищать. о чем И я говорю. партийные элиты, старые коммунистические, в том числе и Галазов, в том числе и Турец-Кулумбеков, они, скажем так, этому решению воспротивились. Они испугались этого северокавказского влияния на Юг Осетии. Что для меня, я до сих пор считаю, страшной стратегической ошибкой. Потому что если бы ребята из Кабарды, ребята из Карачаева-Черкесии, Из Чечни. из Чечни, Дагестана, они бы участвовали в этой войне, это бы скрепляло нашу единую северокавказскую идентичность. Я еще добавлю то, что вот то, что не произошло в Южной Осетии, произошло потом в Абхазии. Да, абсолютно. Да. Поехали И, в Абхазию. Вот они не доехали, но вот опять же, ты хорошо вот этот факт привел. Но его мало кто помнит вообще, знает. Возникла опасность существования Южной Осетии, и кто был готов к нам прийти на помощь? Северные кавказцы. То есть нам же не предлагали помощь, скажем так, с юга, и никто никогда ее не предложит. Поэтому я думаю, что вот наше будущее, как Единая Осетия, это вот на Северном Кавказе, и в плане безопасности, и это сильно бы укрепило наши позиции. Я для зрителей... Согласен с Русланом. Южная Осетия, вообще вся Осетия должна развиваться в сторону Северного Кавказа. И мы должны максимально быть интегрированы в северокавказский движ, я так скажу. Я для зрителей, чтобы меня тапочками не закидали, хочу пояснить, что я тоже всячески это поддерживаю. Я, как повторюсь, я считаю себя частью северокавказской идентичности. Но я это часто очень говорю в видео. И часто я получаю на это обратную связь. Очень много, особенно молодых ребят, конечно, поддерживают меня в этом вопросе, но старшее советское поколение, их это северокавказский тренд, их очень пугает, их категорически пугает. Это не вопрос, Олег, это не вопрос чьих-то фобий, предпочтений. Я это вижу как некую вот объективную реальность. Это наши национальные интересы. Или Понимаете? мы существуем Северным Кавказом, или Южной Осетии нет. Так? Ну, я думаю, что в долгосрочной перспективе все будет именно так. Не то, дай что бог. с Южной Осетии, Осетии вообще в целом. Нет. Тут я, кстати, хочу сказать, когда мы говорим Северный Кавказ, и Суслан, по-моему, ты у себя в блоге об этом писал, что это и речь в том числе об интеграции экономической с Россией, потому что Ну, естественно. если вы хотите интегрироваться с Россией, то вы в первую очередь интегрируетесь с теми регионами России, с которыми вы граничите, а это как раз-таки Северный Кавказ. Тут уж никуда не деться. Как бы вы все это ни представляли. Ну, я потому и говорю, что это некий такой объективный процесс. И вот пытаться, исходя из каких-то своих бытовых фобий или предпочтений, его отрицать, я думаю, просто неконструктивно. Ну, не секрет, что муфтияты северокавказских республик — это довольно сильный институт неформальных связей.
Там, я знаю, что многие дагестанцы, особенно которые за пределами России, они очень жестко критикуют муфтиаты, но все-таки это очень сильный институт. Я, например, просто был свидетелем, как Хаджи Мурат Гацалов решал какие-то вопросы, которые нужны были осетинам именно через муфтияты. Ну, примирение, допустим, что вот на ум приходит, это примирение в Чечне, вот, которые Да, масштабное такое решили было. через наш муфтиат. Я даже про экономические говорю вопросы. Когда кому-то надо было какую-то лицензию получить или что-то, я знаю, что Хаджи Мурат эти вопросы решал. И тут есть такой момент, что у Северной Осетии есть этот неформальный ресурс, у Южной Осетии этого неформального ресурса нет. Конечно, я знаю, что Хаджи Мурат Гацалов при каждой удобной возможности, при каждом приглашении он считает своим долгом поехать в Южную Осетию, он часто там бывает, но как-то это надо формализовать, чтобы Южная Осетия и в этом процессе участвовала. То есть в формировании неформальных кавказских связей. Ну, в последнее время, как вы все видите, этот процесс пошел, там активно с Чечней развиваются. Да, с Чечней прям да, очень хорошо все идет. Отношения, и это все можно только приветствовать. И я знаю, что у многих это тоже вызывает некие такие опасения, но, конечно, вот, мы об этом не говорим, но всегда в любом деле нужно всегда исходить прежде всего из своих интересов. Да. Из своих интересов. Если твои интересы страдают, то и смысла в сотрудничестве нет. Но по моему глубокому убеждению, и история это подтверждает, для нас вот это развитие взаимодействия с Северным Кавказом, с народами Северного Кавказа, оно для нас просто выгодно с прагматической точки зрения. Способ сохранить свою идентичность. Опять же, если кому-то нравится более грузинская идентичность, то у вас как бы абсолютно явственный выбор. Берете грузинский паспорт, и вас больше не существует в Осетии. Да, никакого вопроса нет, да. Зрители могут сказать, что вы с вопроса Транскама перешли вот на вопросы там северокавказской идентичности, но это на самом деле взаимосвязанные проблемы. Это все проблемы Осетии. Сохранение ее государственности и субъектности, и вообще сохранение нации как таковой. В конце концов, если Осетия потеряет статус, я говорю сейчас, и Северная, и Южная Осетия потеряет статус торгового узла, инфраструктурного узла, это будет колоссальный удар по дальнейшему существованию Осетии в том числе. Это же факт. Конечно, факт. Мы подкаст с чего начали, Алик? Вот это расположение географической Осетии и наличие вот этих магистралей, которые проходят через Осетию, все это и обуславливает нашу историческую, скажем так, судьбу и ценность этой территории. И возвращаясь вот к вопросу о грузинском лобби, точнее об осетинском лобби. Вот сейчас развивается активно курорт Мамисон в Северной Осетии, то есть туда вложены колоссальные средства. Мы все знаем, что через Мамисонское ущелье тоже проходит очень дорога важная в Южную Осетию, да. так называемая военно-осетинская дорога. Она очень древняя дорога. Она очень древняя, она уходила в Рачину. Вообще исторически вот Мамисон и Кударское ущелье — это некая такая общность. То есть там даже говор Остинского использовался один и тот же. Вот вопрос, это вопрос риторический. Нам нужна эта дорога? Она, конечно, нужна, потому что у нас только Транскам, и вторая дорога, она нам жизненно необходима. Вот строят курорт Мамисон. От Мамисона до Кударского ущелья, сколько там еще? Пару десятков километров. Пусть будет, пару десятков километров. В высокогорье я все понимаю. Кто-нибудь ставил вопрос того, чтобы вот эту дорогу под курорт Мамисон, как-то эту ветку дотянуть, и чтобы между Югом и Северной Осетией возникла еще одна альтернативная дорога. Связь? Конечно, нет. И поэтому мы говорим, что никто не должен обижаться. У нас на самом деле сейчас самые слабые, на моей памяти, позиции в Москве. Вопросы такого порядка, они даже не то, что не ставятся, они не рефлексируются, то есть они даже не осознаются. И повторяю, это на самом деле очень опасная ситуация. Мы вот тут, может быть, как-то шутим даже иногда, да, но посмотрите, что происходит в мире, в регионе. Да, в регионе прям очень. Да, Карабах, Нагорный Карабах, у нас с ними были давние связи, и они себя во всех отношениях чувствовали увереннее, чем... 135 тысяч населения, экономика. И экономически, и демографически, и в военном плане они себя чувствовали намного увереннее. Понятно, что Азербайджан — это тоже не Грузия, все-таки там более богатое государство, которое там 20 лет... Азербайджан еще и Турция. Да. Но они были намного более самодостаточны, и
где сейчас Нагорный Карабах, к сожалению. Не то, что он прекратил политическое существование. Он физическое существование прекратил. Там людей, там армян уже не осталось. Точно. Да, и вот к чему? То есть там было 120 или 130 тысяч, по-моему, 130 тысяч. да, армянского населения, и его не стало буквально за 3 дня. И вот что поменялось в мире? Ничего. Абсолютно. В Южной Осетии живет намного меньше осетин. 35-40 тысяч. 50 тысяч. Даже 50 тысяч. Я к тому, что вот спасение утопающих — это дело рук самих утопающих. Да. Я бы еще вот хотел, наверное, вот я это на астинском скажу. Давай. Надо на астинском сказать. Мене шел на хосхотту, но мене овер тесогу. Ин рудуамин дуэн шперемос. Фунджоз розме ارمو قراباخ درودی اوکراینا در خشت نودی ندر کوویدودی نیشودی نما فونجوز روزما یرستون در منوی در دنیای در آدم سخی خود دست و چگن تنگ جبخ اینر فونجوز راشدی ما بس دستز مستی مخن در نوور فیفزر داری کدوفته قوزاقن ما این فونجوز شوجین اینر نهول قو قد کنن این فونجوز ما این دستوز شرشوجینی ما كنت شاتستم ما جوجستون كويك كان منا مخنب ورس نيشو وي واتشجن شجد روفتا شورداي فديسه ما اوفتاو قوغان ان روفتاو فلا دورتر خزدر دا ماتشجن نيشول يفجيني ما اوفتاكس كنا فايفامنا بوفنولت نا بوكوست وات قد جوجيني دوردم كانوا تخورزردم كانوا افزردم ما ارموه من كنت كسمه شونم وما جسك جو كوغان لك خوزر دم فيفن بندور اما فودت نايفه من قاو بوچر خوين نقاو نمنگي ومن ما نينر كدستم افتا دورتر نازون كدوجيني نيش ما فند جورن فلا دوشه تك خساره جورس فلا مشکو در نیچین زونه یو آزفسته در شوجنی نداره امریکا زونش نداره مسکوی زونج فلا منا کدونم اینر منا فونجازو کوی کتوم فونجازو میداش داری ونجنت ارشدی ما اونم موش ونجنت نپایدن وچه گنج نپایدن لابوت نیشرودی افتوای ما جن نپایدن نیشرودی ما لمخ کوی ما داخل کستون نشدی شما فندزاغن ولی لمخ کوی کنار خوی داخل کن نورزای داخل کن قومشتن در کنار تخشن در کنار وقت شفندی ونجی نودوه دپایدن وقتی کرونه زایی سوتر دپایدن نیکو جینی ما اینر کتر بازو دستم بنتون فسفد ما شگه درو تساگو ورم ما فنده وی در ایران اوقا زغن اینر ونم ما گوجستون یا فندگو یوروپا ما نه یوروپا شدیس ما اینسن بانتشین شوایزون ما مگس کتن بانتشین فلا گوجستون یوروپا ونگ کسوا مثلا کو فودت یوروپا پاسپورت دتن آبخوز شرجتن خساری رستون شرجتن نه وقت رگون فرستو جوب کنال نقاوینر چینم کسی اون در اون در آقاد کند بیرادم سراشین یوروپای پاسپورت بیرادم آدم با قوجین وی نه من مگس که بیره کی درت با قوجین من راتچین در من در فدات یا بونو جین در من در بستم آشون آخر درایسن شدر سالون پایدار درجه و جین ما قدیل کنم هاوش ریسکل کد کوشستم ود افتان جور ما گوجستون نمگی سراشین آخم کاشف فلسبونو گنانی ما سراسوی مات کدرو جینی من فونجاز کوکوتون ما دساز کوکوتون دست فن دساز فستوات خسارستون شوجینی من هنر بازای جینی من هنر قوا فتجاگ در قوا باچار خون ایرستون یوجینادل ekonomika, politika, داشتیناده آلا خواست در آلا کاباس در من ما ندر دوامین انو دستمازو ندر دوامین شپر دستمازو صبر رستجتا فیست نه راک فدالت زاغدو شدام دویدان فیتم مدام شوجینی دردم فینجستم ما خوشا فرش نسومبون قوموا نه ایفغدای خزدار من ما نادم شگه در استافت زردر استادم اینر مخیش خود کنم خشت و کنم زخنگ است و دلدون فوایم باید که دلدون فوایم کنه نزونن کنه لورد سیروازم آدم در بوفالو دستم کنه خواسته نه
هو برت درجي ما تسخوا في جوك در منانك اختار گو چیست تسخوا و چگن بوکست تایون قطق ما تس ورختر بس تو ندارم بوفنالن اما تو سیرستون پایدانیست سرازن کنود نزونن من تو فن دوفت زغن ما من لپوتا تنگ تولن کودی ollepet run nach jorosge kadel bokusam ad nollepet jin khurs kadel na bokusam to ke okhuse kenam nach yittama ma magaska smoch getul pessimist gunt tastut ma unz aufta zagen olchopet jin normalno zargel sistemel bokuston wat شو فرش يونك وشان توبو ما يرستون الله خسوات والله خسوات خلبار رستون خورزه بازوت ایران آدم